2024 год для Министерства сельского хозяйства выдался непростым. Капризы погоды сказались на качестве и количестве урожая. Гибель культур постигла все 148 сельхозпредприятий региона. Общий убыток порядка 700 миллионов рублей. Но, несмотря на все неблагоприятные факторы, удалось собрать около 45 тысяч тонн урожая. Нас постигла, как говорится, почвенная засуха, что привело к гибели где-то в пределах 65-70% площади яровых культур. Оставшаяся площадь, которая у нас, это часть Назрановского района, часть Сунжинского района, мы смогли убрать. И где-то в пределах 16-17 тысяч тонн кукурузы тоже собрали. Ну, подсолнечника и кукурузы. А плодовые культуры, наоборот, побили все рекорды. Урожай яблок составил 62 тысячи тонн, черешни удалось собрать порядка 80 тонн, а алычи и сливы по 5 тысяч. Уже в 2024 году под урожай озимых было запланировано под посев более 23 тысяч гектаров. Минсельхоз увеличил показатели и довел посевную площадь культур до 26 тысяч. Вопрос по средствам защиты растения, вопрос по семенам, вопрос по ГСМ в республике нет. Цены стоят, по сравнению с прошлым годом, увеличились на 25, на 15-20%, что тоже затрудняет. Но опять, как я уже сказал, сельхозтоваропроизводители находят средства, изыскивают средства. В 2024-м в регионе начала свою работу и школа фермера. Это совместный проект Минсельхоза, Россельхозбанка и ИНГУ. Порядка 30 человек в рамках первого выпуска получили необходимые знания и навыки для создания и развития собственного бизнеса на селе. Слушатели обучались по одному из 3 направлений подготовки – в области животноводства, молочного скотоводства, растениеводства по направлению садоводства и в сегменте овощеводства по направлению тепличное хозяйство. Фермера, можно сказать, и это подтверждает слова наших выпускников сегодняшних, кладезь знаний. И это не только учеба. Данный проект реализует, как я понимаю, очень широкий круг задач и целей. Это и получение новых знаний. Это и формирование профессионалов, которые в дальнейшем будут обеспечивать и обеспечивают на сегодняшний день продовольственную безопасность и нашего региона, и страны в целом. Это и возможность завести новый круг знакомств, полезных, профессиональных. На сегодняшний день структура агропромышленного комплекса региона насчитывает 27 сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, а также более 2000 КФХ, что подчеркнул и глава субъекта. Осень ознаменовалась большой ярмаркой-выставкой «Дашугуйре», приуроченной ко Дню работников сельского хозяйства. Сейчас рыночная цена 530, по-моему, 450, наверное, снизили. То нелегко это содержать скотину, потом ее кормить, потом ее рубить, потом ее привезти. А вообще доставка как у вас? Сами привозите? Сами выращиваем. Нет, Привозим. доставляете. Да, привозим. Нанимаете машину, да? Да, у нас есть машина. На выставке наградили как отличившихся работников сельского хозяйства, так и участников конкурсов, инициированных Махмудом Али Калиматовым «Лучшее личное подсобное хозяйство» и «Фестиваль цветов». Только для участия в конкурсе на лучшее ЛПХ было подано около 600 заявок. Сертификат на 500 тысяч рублей достался занявшему первое место, 300 тысяч двоим конкурсантам, занявшим вторые места. Также по 300, 200 и 150 тысяч рублей присудили победителю и призерам конкурса «Фестиваль цветов», а 7 участникам, занявшим призовые места, по 50 тысяч рублей. Первое место и денежный приз в размере 500 тысяч рублей получает Харсиева Раминхан Ахметовна. седьмого года чубище сейхаиш цалхатирс вол сагусо цахар бхак сейдезр штадахитадат цанцерус сваха сагбухсо имени цатра ичу азен захтас вохбу сейко деко ваха адл захт дидат механизатор ханусо док 한채 어디는 와서 초대학교 아예 독가요 그게 우리는 먼저 한달 모아서 아주
комст, кодер. Только за 2024 год Минсельхозом было организовано и проведено 9 сельскохозяйственных ярмарок во всех районах региона. Традиционно была представлена продукция местных товаропроизводителей по ценам на 15-20% ниже рыночных. Az duhon addig dolgozok a Dáhodorszon át. 450 дня, да? 550. وحندك حتى كذا. Планов на 2025 год у ведомства немало. В новом году предусмотрена закладка 50 гектаров для многолетних растений и 100 гектаров для виноградника. Впрочем, в 2025 году министерство намерено не сбавлять темпов роста по всем показателям. Тамара Хашагульгова. Итоги года.